Всем привет, дорогие друзья! Клиника доктора Джамолова предлагает качественные стоматологические услуги. Друзья, приходите, вы заслуживаете красивую и здоровую улыбку. Ассаламу алейкум. Меня зовут Зухридин, Джамолов Зухридин Мухидинович. Я родился в Таджикистане. С 2010 года я работаю в городе Мытищи Московской области. Вот, в середине 2019 года, прошлого года, я решил открыть свою стоматологическую клинику. Почему я стал стоматологом? Потому что я очень сложно выбирал эту профессию в 1998 году. Но она тогда не очень была престижная, но почему-то у меня было два варианта: поступить в Академию МВД и медицинский институт тогда назывался, сейчас университет. Но так как является у нас врачебная династия в нашей семье, очень многие, да, у меня отец инфекционистом работает, и очень многие родственники. Я 90-е годы, в стране было, скажем, неспокойное время, и люди в погонах немножко были в отношении к простым людям, были жуткие. Вот, я как-то таким быть жутким в тогдашнее время я бы не стал. Нет у меня такого характера кому-то относиться, но да, я просто понимал, что я могу делать что-то полезное для людей. И вот я поступил тогда в медицинский институт, но я не понимал, что стоматологический, но стоматология для меня стала интересна после второго курса. Когда-то приехали международные лектора из других стран, мы случайно с однокурсником попали в лекцию. И для меня так казалось, что очень многие страны стали в тогдашнее время намного передовые. А почему вы самое? То есть династия, там же не стоматологи же, там хирурги, да, вы сказали? Там и хирурги были, нейрохирурги были. У меня папа инфекционист, да. Нет, стоматологи есть в моей семье, они, правда, мне предлагали. И вот. То есть вы учились и закончили в Москве, да? Я заканчивал у нас в Душанбе, да, в Душанбе. Я в 2010 году проходил интернатуру в Москве. В 2007 году? Да. И остались в Москве? Да, я приехал всего лишь на 3 месяца, я не думал, что я остался в Москве, но так полюбила, что я остался на всю жизнь. Сегодня у меня тоже 3 детей, семья, квартира и вот своя клиника. Вам таджику в Москве? Вот очень интересный вопрос, я вам отвечу на ваш вопрос. Вы знаете, вот я действительно просто, когда человек, я стал рисковать, поймите, вот действительно в большом городе есть свои возможности. Вот, я не думал, что у меня, например, если человек рискует, его ждет определенный, определенный сюрприз. Есть проблемы, что нужно решать надо. Поэтому я не боялся препятствий, я ходил, шел вперед, достичь свою мечту, и действительно она сработала, были определенные сложности, но без сложности не бывает ничего. И то же самое, как наши бойцы, они всю жизнь тренируются, и так каждый человек, если он любит свое дело, он должен тренироваться, учиться и дальше идти вперед. Кстати, я вас знаю как человека, патриота своей страны. Вы смотрите, да, ММА смотрите? Так как я очень являюсь, болельщиком наших бойцов, также очень есть свои кумиры из других стран, в России тоже, как Хабиб, да, Емельяненко. И за наших, конечно, больше болею. Да, очень люблю смотреть. Последний раз я за Лоика очень сильно переживал. Это было 3 часа ночи, я проснулся, до 5 часов я не спал, на несколько раз вставал, но я уверен, что он вернется, и я считаю, что всегда его победителем. Сейчас вот предстоящие бои наших ребят, кого вы ждете? Предстоящих боев, вот у нас Нурулла Алиев, вот. Нурулла Алиева я жду, я верю этому бойцу, и он молодой, перспективный. И правда, эти же спортсмены, он же и другие спортсмены, я очень много кого знаю, даже из них, даже с Солей Хасаном хорошо, мы с ним знакомы, да? С Солей Хасаном вы знакомы? Да, мы знаем друг друга тоже через мои профессии, мы как-то с ним познакомились, мы с ним в аэропорту, много раз мы с ним видимся, вот. И
эти ребята, правда, каждый из них заслуживает уважения. Вот, они действительно хорошие ребята, и за них надо болеть. И они представляют нашу страну. Вот. Ну, можешь представить? И, конечно же, болельщики. И вот обязательно на них нужно обратить внимание. Вот вы помните, говорили, можете еще раз сказать, почему вы хотите помочь нашим землякам? Земляки наши то идут, например, мне рассказывают, сами же наши земляки были где-то, ну, из-за страха, из-за, скажем, думаю, что их принимают какие-то другие люди, и им взвешивают очень дорогие цены, да, ну, так же, как и всем. Они не хотят, они терпят боли, зубные боли до того, пока не дойдут до дома. Но поэтому я хочу просто им объяснить, действительно, как беречь, потому что организм, он взаимосвязан друг с другом. Все зависит с полсрта. Полсрта, зубы – это пограничники нашего организма. Действительно, зубы должны быть крепкими, полсрта должен быть чистый, ухоженный. Поэтому мы, стоматологи, действительно хотим и землякам хотим помочь, и другим, и вообще всем приезжим, кто хочет к нам прийти. Мы всем хотим помочь, мы хотим людям помочь, и в том числе нашим землякам обязательно. Поэтому... Какую-то скидку им сделали, если понятно, что конечно же. Поэтому, да, землякам есть определенная скидка, обязательно, поэтому без скидок, ну... Да. Мы под интервью обязательно оставим адрес, номера телефона, как сюда попасть, как вам попасть на прием. Оставим номера телефона тоже. Да, обязательно, спасибо. Ну, приехал я в 2010 году, ты снимаешь, да, все это? Да, снимаю. Да. Я приехал в 2010 году в Москву, вот с 2010 года, когда в год уже проработал, я понимал, что без определенного документа тебя не очень уважали. Ну, в то время было так. И потом очень пошли как бы против приезжих мигрантов, определенная борьба была. Но я понимал это заранее, что без документов нельзя работать. Но я первые годы я начал работать уже с оформлением документов. Ну, конечно, получил гражданство, проходил интернатуру, вот, и получил необходимые сертификаты специалиста по требованию законодательства Российской Федерации, да, и вот, ну, конечно, купили квартиру, вот, открыли клинику. А чем вы занимались до того, как открыли клинику? Я работал в частной, в другой клинике я работал. На кого? Да, были, ну, конечно, я работал в частной клинике, врачом-стоматологом, вот и все. Все это время. Намного выгоднее, допустим, снять в аренду и кому-то, да? Ну, вы знаете, когда вы работаете на кого-то, и такая тенденция во многих клиниках, к сожалению, они очень сэкономят на хорошие, на качественные материалы. Вот, и потом, когда ты просишь, и они не особо, например, готовы тебя обеспечить необходимыми материалами, чтобы ты продвигался вперед. Люди идут за помощью в частные клиники, в платную клинику. При этом они должны получить соответствующую услугу, которая отвечает на все требования. На все, к сожалению, большие, даже частные клиники, вот, например, вот, некоторые частные клиники, которые нанимают врачей, они экономят, чтобы дать зарплату врачу, да, или когда человек работает, у него есть желание, мечта, мотивация, и постоянно врач, он должен учиться всегда. Вот, ну, в течение года несколько раз нужно ездить на семинары, потому что мир не стоит в одном месте. И то, что любая другая сфера не стоит. Любая другая сфера не стоит. То же самое, да? То и стоматология, любая медицина. Вот, если сейчас не заниматься учебой, через 5 лет за нас будет уже робот работать. Оно уже есть, оно уже где-то работает. Есть, например, каткам аппарат, уже техники, не нуждаются лабораторные техники, уже все каткам, уже делают роботы. Уже в Москве очень много цифровых стоматологов. Даже у нас в Душанбе есть цифровая стоматология. О чем говорить? То есть вместо врача, кто стоит, там явно цифровая стоматология и в Душанбе, и в Худжанде есть уже. Я об этом уверен. Ничего себе. Да.
Поэтому мир не стоит в одном месте. Что я хочу сказать, чтобы нашему молодежи, что они не должны отставаться. Всегда надо учиться, читать надо. Сейчас возможностей много, очень много возможностей, чем вчера. مردمی خوب و مردمی غریب شما چه چیز داشتگی نیست دیگر کنن چرا غریبی شما دیگه کنن غریبی و غریب بودیم، غریبی داریم که مثلا. نمیشه شما غریب نیستین شما خودتون هست که راجعت مثلا اگه мамули میشه دیگر کن Удобно, que гарибам на самом деле, им сложно на самом деле. Они на 30 тысяч пытаются выжить здесь и еще какой-то копейку отправляют. Честно говоря, я очень многим этим ребятам, Пахридин, советую, чем оформить патент, проще оформить РВП. И со временем это можно на гражданство переоформить, потому что многие приходят, я же вижу, оформить патент, все это к чему? Ну, конечно, это есть определенный, скажем, инструмент для кого-то, вот, и на этом люди зарабатывают. Чтобы оформить патент, они тратят от 20 тысяч рублей и более, чтобы оформить. И представь, в течение года, сколько они платят. В течение года. А получить РВП на 3 года, мне кажется, намного дешевле обойдется. А потом вид на жительство на 5 лет, а потом, Бог даст, еще гражданство можно получить. Поэтому я многим советую, кому кто-то слушается, потому что, ну, в основном молодежи, это я говорю, у кого-то есть определенная мечта, чтобы он получил свою мечту. И есть это ребята, я это вижу. Хамшароимадан гуфтани ҳастам ки марҳамат, мо ҳамҷик стоматология шудаги ҳастем. Шумо ба ҳамун скидка ки то 50% мо барои шумо скидка мекунем. Омада марҳамат метавонед ки ҳамин шаҳраи Кимитиши, кӯчаи Сеюм Крестьянский, 5-ум дом. Рақамҳои клиникаи менависем, марҳамат биёед дандонтон табобат кунеду фақат хандида гардед. Мардуми Тоҷикистон, Узбекистон, Кыргызстон, всем, пожалуйста, приезжайте, мы всем рады видеть вас. Кто там, всем даже. У каждого таджика есть, скажем, кровь Авиценна, Абу Али бен Сина, поэтому и это у нас получится, я верю.